Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что, либо кто изменит вашу жизнь? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свои временные рамки. И пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Интересно показали. Так, ну что, давайте пойдем по порядку. Тут не одна ситуация, опять же, вы все разные, отсыпка общая, а у кого-то будет действительно много ситуаций, которые повлияют и изменят вашу жизнь. Первое, что я вижу, это деньги. Деньги. Поступление денег, обретение денег, улучшение финансового состояния меняет вашу жизнь к лучшему. Мои хорошие, мне очень прискорбно об этом говорить, но, как я понимаю, материальное положение желает оставаться лучшим. Да? Есть какие-то проблемы, у кого-то есть долги, кредиты, кто-то еле концы с концами сводит, у кого-то есть желание, но нет возможности их выполнить, кому-то, в принципе, там на хлебушек с маслом не хватает. Да? Может, на хлебушек хватает, а вот с маслом уже проблемы возникают. Ну, что бы это ни было, я вижу, что деньги вы обретете, вы деньги получите. Вы все разные. У кого-то отыграется наследство, у кого-то отыграется там помощь любящего, любимого человека, у кого-то отыграется, сами заработаете. То есть деньги могут по-разному приходить. Я не вижу откуда, но я вижу, что их будет достаточно для того, чтобы вы могли себе позволить не только закрыть базовые потребности, но и немножко больше. Прям больше, да. Может, даже и не немножко. Опять же, у каждого будет свое. То есть меняется и образ, и уровень жизни. И если сейчас вы думаете: Господи, что мне кушать, что приготовить, что купить, на чем сэкономить, то в будущем вы будете думать, например, там, где органик продукты купить, да, чтобы это было и полезно, и не вредно, и чтобы без всяких там ГМО и прочее. Да? То есть совершенно другой уровень проблем. То есть вы не будете думать, на чем я сэкономлю, что я могу позволить, а чего нет. Вы, наоборот, будете искать, там, например, еду лучшего качества. Да? Либо у вас будет проблема, а в какой ресторан пойти, да? Вот, где лучше подают, где лучше обслуживают, где действительно вот прям какое-нибудь там модное заведение. Вот то, что там кредиты, долги, но вы с этим справитесь, вы выплатите. И еще вот мне идет, что вы какие-то желания, связанные внешние, да, это может быть и внешний вид, да, какая-то одежда, которая сейчас вам не то чтобы недоступна, вы даже боитесь об этом думать, да, каких-нибудь там брендов, да, люксовая одежда, качественная, там, не знаю, модная. Вот. А может быть, это связано с какими-то изменениями в своем там лице, например, да, какие-то там процедуры. Может, процедуры не только для лица, но и для тела, да. То есть то, что вы не можете себе позволить, вы даже себе не разрешаете об этом и думать, и мечтать. Но у вас это будет. Придут деньги, жизнь будет намного интереснее, намного веселее, намного комфортнее, удобнее и гораздо поприятнее, чем сейчас. То есть совершенно другие уже будут в голове мысли. Не будет страха, что будет завтра. У вас, я так понимаю, как у человека, который прожил суровые, скажем так, испытания в материальном, всегда будет какой-то запас денег отложенный. Тем более я вижу, что у вас к этому даже какой-то дар, способность деньги преобразовывать, накапливать, либо вкладывать, да, чтобы деньги работали. Денег будет гораздо больше.
даже как-то пропорционально показано, чем больше у вас денег, тем лучше у вас жизнь, либо тем больше ваша жизнь меняется к лучшему. Здесь вот именно ключевое — это, да, другой образ жизни, другие возможности и такая, вот, знаете, уверенность в завтрашнем дне, что вот я точно не пропаду, и с такими деньгами я могу себе позволить, пусть не все, но очень и очень многое, да, что не могут позволить другие. Единственное, что по мере того, как денег будет становиться больше, а их будет становиться больше, у вас очень много, как называется, просителей, наверное, да, очень много просителей появится. Тут и знакомые, и незнакомые, и родственники, и чужие люди будут приходить в надежде разжиться деньгами, да, люди начнут там, не знаю, прибедняться, плакать, с протянутой рукой стоять. Даже те, у кого, например, там не все так плохо, ну, не побрезгуют, да, просите у вас средства, и это прям будет печально. Возможно, вы даже прекратите общаться с какими-то людьми, ну, потому что увидите ихнюю суть, да, что люди вот прям, когда у вас денег не было, они прям, ну, не замечали, либо позволяли себе какие-то гадости. А вот когда у вас деньги появились, когда, ну, вы превратились в состоятельного человека, да, вот эти все попрошайки прям ринули целой ордой в вашу сторону. Ну, такое, знаете, маски послетают, вы все поймете. Да, кстати, вот еще круг общения меняется. Возможно, вы действительно не будете находить общий язык с теми, кто сейчас рядом, да, потому что не все могут справиться с завистью, да, люди могут завидовать, ну, возможности неравные, допустим, вот сейчас у вас с вашими друзьями равные возможности, равные проблемы, но когда денег у вас будет становиться все больше и больше, то уже и возможности будут другие, и вот тоже люди будут завидовать, и там прям, знаете, горечь будет слышаться в словах этих людей, зависть, горечь, ну, как бы зачем это слушать? Если человек не может сохранить свое лицо и оставаться до конца честным, ну зачем тогда общаться с этим человеком? Ну, у вас будут другие знакомые, другие друзья, там, приятели. Да, очень многое поменяется. У вас еще очень крупная четверка за спиной. То есть вот для дома тоже что-то поменяется, в доме поменяется, для вашей семьи поменяется. Возможно, вы жилье смените, возможно, приобретете, возможно, построите, там, съедете, переедете, да, вот это еще будет меняться. Сейчас вы об этом не думаете, потому что никаких возможностей у вас на это нет. И это, грубо говоря, последнее, о чем вы можете думать. Ну, если кушать нечего, да, и в холодильнике мышь повесилась, и кредиторы стоят на пороге, ну, как-то уже про новое жилье не сильно думается. Но у вас именно так пришло. Если вы попали на это видео, мои хорошие, это знак и предсказание для вас. Видео выходит очень много на YouTube, но судьба мудра, она всегда ведет нас туда, где мы можем получить для себя подсказки, ответы и советы. Если вы видите это видео, значит, это предсказание про вас. И писать мне, что нет, я всегда буду бедным, у меня денег нет и неоткуда их брать. Ну, извините, если вы себе так пророчите, что вы будете всегда бедным, ну, наверное, так оно и будет. А если вы верите в судьбу, вы верите в высшие силы, вы верите в то, что пока человек живет, он все может поменять, но это ваше предсказание. Сами ангелы вас сюда привели, судьба привела, да, чтобы вы узнали, что надежда есть, что все поменяется, что все обязательно у вас будет. Но вот у кого долги беспокоят, это первое, с чем вы рассчитаетесь, первое, от чего вы избавитесь. Потому что долги, конечно, очень сильно и давят, и очень, знаете, эмоционально неприятно это все, да, когда там всякие эти кредиторы, стоишь там, сидишь, дергаешься от каждого звонка, либо от каждого шороха, ну, мало ли там коллекторы и прочее, ну, вы знаете, да. То есть вот первоочередное, это вы закроете свои долги, кредиты. Дальше, мои хорошие, вторым событием я у вас вижу счастливую пару. Здесь мужчина и женщина с правой стороны. Мужчина такой сильный, прям уверенный. Руки крупные, ноги крупные, твердо стоит на ногах. А у женщины, ну, как будто бы ножки от счастья подкашиваются. Вы меня извините, ну, либо это состояние полета, потому что женщина очень счастлива. Если вы мужчина и смотрите мою отсыпочку, то вы сделаете свою будущую жену, избранницу, самой счастливой женщиной на свете. Вот прямо она в вас будет растворяться. Вот настолько, да. Ну и благодаря ее любви, благодаря ее нежности вы тоже прямо очень сильно
прибавите и по здоровью, и по успешности, да, вы любите ее, о ней заботитесь, она любит вас и своей любовью вас укрепляет, да, потому что четко показали, что у вас и руки крупные, и ноги крупные. Если вы, женщина, смотрите мою отсыпочку, то событие, которое изменит вашу жизнь, это то, что вы влюбитесь, прям очень сильно влюбитесь в классного мужчину, который сделает все для того, чтобы вы были абсолютно счастливой женщиной. И, конечно, даже если вы там боитесь любить, либо вы там отрицаете любовь, но вы в любви растворитесь, будет состояние полета. Вот прям и день, и ночь состояние полета, потому что любовь, она, да, окрыляет. С таким мужчиной, ну, быть несчастливой невозможно. Вот, прям сами себе в каких-то моментах будете даже завидовать, да, что вот такой вот мужчина классный. У кого-то ситуация, что вы вот познакомитесь, да, сойдетесь, а у кого-то идут как восстановленные отношения, да, потому что с правой стороны, возможно, вы уже знакомы, возможно, у вас там начало романа, либо у вас, ну, что-то было, какие-то искры летали, но, например, там когда-то вам пришлось расстаться, разъехаться. Но вы друг друга снова обретете. Здесь у меня счастливая пара, счастливый союз, можно так сказать, да? Счастливая семья. Либо вы сойдетесь с тем, кого знаете, либо это, ну, действительно встреча и знакомство, и вот такая прекрасная любовь. Любовь, конечно же, меняет жизнь, она продлевает годы. Когда человек счастлив, то его и беды стороной обходят, да, и ему и вести начинают, и удача в жизнь приходит, и здоровье укрепляется, и жизнь более долгая, и такая вот, знаете, в радость. Жизнь в радости — это самое главное. Бывает, люди живут долгую жизнь, но несчастливую, болезненную, проблемную, и каждый день это как мука, да? У вас такого не будет ни у мужчины, ни у женщины, потому что вы друг друга найдете. А вы действительно половинки, да, вы созданы друг для друга. И, ну, как ни крути, вы все равно счастливые, да, по-другому быть не может. Когда люди так идеально друг к другу подходят, когда любят, уважают и ценят, конечно, этот союз очень счастливый. Дальше, мои хорошие, вот не могу понять, что это, но этот день вы как будто бы запомните навсегда. Вот где-то вы окажетесь, как будто бы вот оказаться в нужном месте в нужное время. Вот прям так все сложится, что вы прям чувствуете себя самым счастливым человеком на свете, удачливым человеком на свете. И вы думаете, ну надо же, кто бы мог подумать, что я могу вот что-то обрести, получить, либо оказаться в таком месте, что на меня такие люди внимание обратят. Как будто бы что-то исполнится у кого-то наоборот что-то получится, у третьих какое-то слепое везение, да, вот что не думали и не гадали, а вот как вас сама судьба, либо госпожа Фортуна выбрала. И еще я вижу, что вы что-то в руках будете держать в этот момент. Ну, вам либо дадут, либо вы что-то держите свое. А может быть, вам торжественно что-то будут вручать. Как будто бы вас выбирают, как будто бы вас выбрали, или вы в числе счастливчиков, где-то, не знаю, первое место заняли. Судьба очень благосклонна. Госпожа Фортуна вас подругу ведет. Может быть, даже еще как мечта исполнится, как желание исполнится. Но тогда ваше желание должно быть связано с тем, чтобы что-то получить, иметь, да, в руках иметь, держать. Ну вот прям такое незабываемое, просто незабываемое. Вы почему-то еще очень гордиться будете собой. И вот эту историю вы прям будете рассказывать. У вас глаза будут светиться, когда вы будете об этой истории рассказывать. Но вот вижу вас, да, удачное стечение обстоятельств, быть в нужном месте, в нужное время и получить нечто грандиозное, либо быть выбранным, да, на вас как будто бы указывают. Интересно, очень интересно. Так, а вот тут событие связано с тем, что вы, ну вот вы с какой-то женщиной, у вас плохие отношения, либо, может быть, даже вражда. Вот
Не могу вам четко сказать, либо плохие отношения, либо вражда. Но между вами и этой женщиной буквально вот один период времени. Это может быть и неделя, это может быть и месяц, это может быть год. Вот что-то очень сильно радикально поменяется. Поменяется так, что вы с этой женщиной будете не разлей вода. То есть сдружитесь, породнитесь, что может быть, станете самыми близкими. Сейчас у вас полное отрицание, нежелание там общаться, видеться, причем это обоюдное. Вы как антагонисты, но в будущем я вижу, что вы прям не разлей вода, как будто бы одной веревочкой повязаны. И от этого союза, либо в этом тандеме, в вашем тандеме, тут 7 зарождается и знак изобилия. Не знаю, может быть, вы там с какой-то женщиной враждуете, либо конкурируете, но вам суждено стать лучшими подругами. У кого-то отыграется, что, может быть, это там свекровь, и она вас не принимает, да? А может быть, вы с кем-то, вот с сестрой поругались очень сильно. Но вот вижу, что будете не разлей вода. Семерка — это успех, это достижение, это исполнение. Это то, о чем сейчас не мечтаете. Но и знак изобилия показан. Может быть, вы как объедините усилия, может быть, вместе что-то будете создавать, там, не знаю, бизнес, дело какое-то. И это дело просто обречено на успех и на то, чтобы вот прям изобильно вам там прибыль приносить. Такой интересный знак. И еще, мои хорошие, какую-то поездку показывают. Поездка, которая меняет ваши отношения, мировоззрение, запускает какие-то необычные процессы, либо вдохновляет вас на нечто необычное. Ну, вы все разные, да. Может быть, вы сейчас где-то живете и вот прям томитесь, мечтаете вернуться в прошлое и думаете, что вот там было хорошо, и вот если я вернусь, то будет еще лучше. Вы туда едете, видите реалии и понимаете, что нет, это не то. Вы возвращаетесь, у вас прилив сил, вы такая, вот тут моя жизнь, я буду вот здесь именно, да, добиваться своего. Может быть, вы всегда мечтали где-то побывать, да, вот там за границу поехать, либо на какой-нибудь там тропический остров, там, не знаю, на Мальдивы хотели попасть. Да? Все же хотят на Мальдивы. Я, например, никогда не была. Вот. И вы туда поедете, вы увидите, как там красиво, да, у вас такие невероятные впечатления будут. Это даст вам положительный толчок, заряд энергии. Кто-то, в принципе, да, никогда не путешествовал там дальше, чем родные окраины, не уезжал, да, возможность путешествовать, изучать новые культуры. У кого-то переезд, например, на родину мужа будет. Если муж живет в другой стране, либо вообще иностранец, да, то есть жизнь полностью меняется, потому что другие вкусы, другая культура, другой язык, другая обстановка, да, понимаете, это все как с чистого листа, как заново на свет народиться. Но от этого события влияние очень положительно идет, и переезд в любом случае на благо вам, понимаете, поездка, переезд, путешествие, это идет вам на благо. На благо и, очки снять темные, да, увидеть мир, либо переоценить обстановку. То есть хороший момент. Так, еще одно событие, оно очень похоже на глобальное событие. То есть это не только там, где вы живете, я так понимаю, что по всему миру, наверное, будет какое-то решение будет принято. И это решение, оно его никто не ждет, никто об этом не думает, не говорит, но оно будет повсеместно для людей, в том числе и для вас. И это решение вам вот прям как на руку прям идет. Не могу сказать, что это, мои хорошие, даже представить сложно, но это вот как по всему миру, как глобальное. И вам это на руку. Кому-то, может быть, это не на руку, либо вообще будет там против этого человека, но вам прям зайдет это решение, и вы, как гора с плеч, да, вот спокойно вздохнете. Так, еще я вижу какой-то выигрыш, но это прям уже выигрыш, да, вот где-то занять первое призовое место, либо призовое место, может, оно не первое, но приз вы получите.
После этого события вам как-то повсеместно начнет вести. Да? Вот как везение вернется, как блокада прорвется. Может быть, вы будете участвовать в каких-то спортивных соревнованиях, может быть, в каких-то лотереях, может, в каких-то розыгрышах. Но вот где-то вы выиграете. Кто-то первое место выиграет, кто-то призовое место выиграет. Но это прям такой хороший момент, как перезапускается энергия вашего везения и вашей удачи. Может быть, вы этот приз будете с собой везде носить, либо он у вас там на видном месте будет и станет талисманом на дальнейшие выигрыши. Да, хороший знак. Еще, мои хорошие, я вижу у вас, как человек какой-то найдется, обретете. Находка. Человек для вас находка, вот так правильно сказать. Может быть, это человек вам родня, да, родная кровь. Может быть, это человек, кого вы оплакиваете, считаете навсегда потерянным. Может быть, это человек какой-то уникальный специалист, мастер, да, который может именно помочь вам в вашей ситуации. Но человек для вас действительно как счастливое событие, встреча, знакомство, общение, появление. И этот человек, однажды найдясь в вашей жизни, уже никогда вас не покинет. То есть вы постоянно будете контактировать, там, не знаю, общаться, встречаться. Если это какой-то родственник, то у вас будут прекрасные родственные отношения с этим человеком. Прям идеальные, да? Идеальные отношения мне идут. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.